Бог скажет тебе сегодня, мое дорогое дитя, что ты пострадал из-за других. Но сегодня я пришел убрать все твои печали и разочарования. Я прошел через страдания, смерть и воскресение, чтобы у вас был шанс на полную, свободную и счастливую вечную жизнь. Поверьте мне, заставьте их полностью изменить свое мнение. Если вы верите в Бога, напишите 1111. Желаю вам и вашей семье наслаждаться жизнью, полной гармонии, мира и благословений. Слова, которые вы слышите сейчас, не случайны. Со мной ты не столкнешься с поражением или неудачей. Вместе мы преодолеем трудные времена. Я буду держать тебя рядом во времена конфликта и наполню твою душу словами любви. Ваша жизнь и обстоятельства очень важны для меня. Я много раз говорил вам, что вы живете в мире, полном искушений, но помните, я преодолел их благодаря своей жертве и воскресению. Я хочу поделиться с вами этой высшей силой. Я хочу, чтобы вы испытали эти непрестанно текущие источники живой воды, которые освежают вашу душу, смывают печаль, смывают все зло и оживляют вашу утомленную душу. День и ночь, плохие и хорошие времена, независимо от того, присутствуете вы или нет, всегда ищите моего присутствия. Если вы верите, что я здесь, чтобы дать вам полноценную и яркую жизнь, пожалуйста, поставьте лайк этому видео. То, что вы чувствуете или что о вас говорят другие, не определяет вашу реальность. Если у вас сегодня проблемы и отказы, послушайте меня. Я тебя люблю. Даже если внезапно наступят трудные времена, не думай, что я разлюбил тебя. Я напишу эти слова в твоем сердце, и ты будешь помнить их каждый день. Если ты любишь Бога, напиши 2222. Не волнуйся, я все вижу, и когда ты придешь ко мне, я скажу тебе, когда будет опасность. Укрепите свою веру в то, чему я вас учу. Прислушайтесь к моим словам. Подумайте о тех чудесных вещах, которыми я поделился с вами, и храните в своем сердце ответы на свои молитвы и процветание, на которые вы надеялись. Вы и ваша семья получите массу удовольствия. Не стесняйтесь поделиться со мной своими проблемами и чувствами. Я с тобой, покрываю тебя своей любовью, помогаю осветить твое сердце. Я знаю, это звучит немного трудно поверить, но поверьте мне. Отдать $25 во имя Иисуса с величайшей благодарностью – это все равно, что открыть дверь чудесам, которые могут изменить ситуацию для вас и вашей семьи. Иногда небольшие действия могут иметь большое значение. Сделайте пожертвование сейчас и посмотрите результаты. Сегодня я без промедления дарю вам эти подарки, потому что активно работаю над тем, чтобы принести вам все обещанные мною благословения. Верьте и верьте полностью, ибо я готов дать вам больше, чем вы можете себе представить. Вы не только испытаете значительные материальные и духовные благословения, но также почувствуете мир, счастье и удовлетворение. Идите вперед без колебаний, ибо я снабдил вас силой победить все негативные энергии. Что бы ни случилось, несмотря ни на какие трудности, моя любовь к тебе растет с каждым мгновением. Когда эти чувства охватывают вас, не думайте, что вы одиноки в этом мире, никому нет дела, никто не понимает. Кто я для тебя? Я говорю с тобой,
я не просто мысль. Пусть каждое из этих слов наполнит вас любовью и исцелит ваше сердце. И если ты не хочешь, чтобы я был твоим другом, или хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, будь честен и скажи об этом. Но знай, чтобы ты не думал, я не оставлю тебя. Введите Бог со мной. Даже если ты вычеркнешь меня из своей жизни, я не уйду. Я потянусь к тебе, и если ты оглянешься назад, обещаю, что не буду таким, как другие. Я очень люблю тебя и никогда тебя не оставлю. Моя верность вечна. Даже если ты скажешь мне уйти сегодня, я не передумаю любить тебя. Я до сих пор говорю об этом каждый день, пока вы не почувствуете эту глубокую любовь в своем сердце. Я знаю, ты чувствуешь это сегодня. Приди, позволь мне обнять тебя божественной любовью, поддерживая тебя, кем бы ты ни был. Поскольку я твой хранитель, те, кто ищет тебя, не достигнут тебя. Мои ангелы окружают тебя и защищают от всего зла. Я остановлю злые планы тех, кто хочет свергнуть тебя. Я буду ждать твоих врагов в отчаянии. Всякий раз, когда они пытаются причинить вам вред, их план терпит неудачу. Мне не нужно их бояться, потому что я разбираюсь с ними один за другим. Иди в тишине и покое, зная, что я всегда с тобой. Мне не нужно бояться, потому что я здесь, чтобы защищать и защищать тебя. Ваши дети под моим контролем, и я запрещаю любые попытки причинить им вред. Я сопровождаю их на каждом этапе пути, чтобы они не споткнулись и всегда были в безопасности под моей опекой. Преклоняйте колени и молитесь каждый день. Это укрепит вашу веру, и вы увидите, как мои мощные действия решат ваши проблемы. Живите с верой, что все будет хорошо, и делайте смелые шаги к великому будущему, о котором мечтаете. Идите вперед с радостью и смехом, распространяйте мое учение, мой свет и мою любовь. Дитя мое, мне нужно многое тебе сказать, пожалуйста, дочитай это сообщение до конца. Всегда помни, что я люблю тебя. Даже когда ты чувствуешь или начинаешь думать, что я не люблю тебя из-за твоих ошибок. Эти идеи не соответствуют действительности. Внутри вас есть неугасимый свет, сильное желание вернуться туда, где вы хотите быть. Не бойся, приходи еще. Я знаю, что вы можете потеряться и не знать, что делать дальше. Вы думали, что у вас есть вера, но разочарование, особенно со стороны тех, кому вы доверяли, усложнило задачу. Люди ушли, они забыли тебя, а ты вернулся, потому что думаешь, что я тебя не услышал. Но я могу гарантировать, что всегда приду вовремя. Иисус, твой Спаситель. Я не отказался от тебя. Я предлагаю здесь бесчисленное множество решений и помогу вам, если у вас есть сомнения. Я говорил с вами по-доброму, но вам, возможно, будет трудно поверить, что ваш всемогущий Бог говорит прямо. Пожалуйста, не уходи в этот раз. Это ваше безопасное место, где вы можете найти настоящую любовь, испытать покой и спокойно спать с мечтами об искуплении. Сегодня ночью тебе приснится, что ты стоишь у чистой красивой реки и смотришь мне в глаза. Я растягиваюсь, смываю всю твою боль, гнев и разочарование, идя босиком по чудесной воде.
Ясное мышление заменяет растерянность, радость, печаль и сильное желание жить, любить и прощать. Я забыл все твои ошибки. Дитя мое, отдай мне свое сердце, следуй моим путем. Даже если ты придешь в этот мир, ему суждено измениться. Ваше истинное призвание – искать моих благословений. Я хочу, чтобы ты пошел по пути моей любви. Отдай мне свое сердце сегодня, и я наполню его радостью и сотру боль с твоего лица. Подпишитесь на этот канал и присоединяйтесь к нам, чтобы донести послание Бога всем верующим в Господа Иисуса. Я дам тебе силы преодолеть борьбу, которая была с тобой с детства. Ты знаешь, о чем я говорю. Я всегда буду любить вас и выбирать вас, чтобы помочь другим достичь и победить их цели. Многие увидят, что мой план действует в таких смиренных сердцах, как ваше. Такие глубокие духовные дары трудно найти. Я даю вам не только общее богатство, примите это смиренно и воодушевитесь, потому что я собираюсь изменить вашу жизнь к лучшему. Я твоя жизнь, покажи мне, как я могу изменить тебя, пока люди не начнут тебя узнавать. Вы удивитесь, насколько сильнее, выносливее и счастливее вы станете. Прими мой гнев, отдай мне свое сердце сегодня. Внутри вас вот-вот начнется великая трансформация, так что наслаждайтесь моим присутствием, которым я благословлен поделиться. Живите, празднуйте, пойте, позвольте моему могучему духу течь через вас. Когда другие смеются над тобой, помни, что я тебя уважаю. Даже если другие думают, что тебя больше нет, ты очень жив для меня и навсегда любим в моем сердце. Доверьтесь мне глубоко и позвольте моему голосу вести вас. Не поддавайтесь тревожащим искушениям, которые пытаются сбить вас с толку, обескуражить или разрушить ваши мечты. Если вы ставите высокие цели, возникнут искушения, которые попытаются сбить вас вниз. Чтобы добиться по-настоящему успеха, вам нужен кто-то, кто искренне поможет вам, никогда не осудит, всегда будет заботиться и поддерживать вас, и я здесь на каждом этапе пути. Подойди ко мне, возьми меня за руку, потому что у меня есть много благословений, которые я могу дать. Слушай внимательно, и я защищу тебя от тех, кто противостоит тебе. Поверьте мне, сохраняйте спокойствие, не реагируйте на угрозы, никогда не мстите. Придите смиренно ко мне, и я утешу вас и покажу вам успешные планы, которые я имею для вас. Я серьезно отношусь к любой угрозе вашим мечтам, вашему духу и тем, кто разрушает ваши надежды. Независимо от вашей текущей ситуации, вы не неудачник. Ваша судьба не сдаваться и не терять то, что у вас есть. За ними следуют тихие волны. Волны могут быть большими и страшными, но если ты послушаешь мой голос, море будет спокойным. Мир, который ты чувствуешь сейчас, это дар моей любви. Не обнимайте его, не отталкивайте, не думайте, что вы не заслуживаете такой заботы. Вы знаете о ежедневной духовной войне. Враг будет пытаться изводить и беспокоить вас, но вы не одиноки. Я с тобой. Мне нужно немного твоей веры. Решите сейчас довериться и принять эту вечную любовь, которая всегда с вами и защищает вас от вреда. Когда жизнь становится трудной, все быстро меняется.
Иногда можно плакать и грустить, а отказ от забот поможет вам оставаться здоровым и исцеляться изнутри. Но не думай, что ты будешь грустить вечно, или что ты никогда не перестанешь плакать, или что ты проиграешь. Ваши враги и люди, которые не являются вашими настоящими друзьями, могут унижать вас, противостоять вам, сражаться против вас и останавливать вас. Но я пришел оживить тебя, чтобы ты поднял лицо свое и взял мою руку. Я хочу наполнить вас великой радостью и непоколебимым мужеством. Я понимаю, как. Иногда кажется, что нет смысла продолжать войну. Может быть, проще было бы просто сдаться и дождаться конца. Но я люблю тебя. У меня есть отличный план для тебя и твоей семьи. Вы не можете заплатить. Не оставляйте своих благословений, не поддавайтесь отчаянию. Это не то, чего я хочу для тебя. Я принимаю ваше предложение. В отличие от друзей, которые заявляют, что отдают миру, я стою рядом с вами с вечной целью, ничего не отдавая. Я проведу тебя по жизненному пути, защищу от проблем, споров и опасностей. Держи меня, когда ты падаешь, держи меня за руку, когда ты падаешь. Моя цель – укрепить ваш дух, углубить ваши знания и услышать ваши слова похвалы. Пожалуйста, поговори со мной. Я ценю ваши добрые и честные слова. Скажи мне, что любишь меня, я с нетерпением жду возможности услышать ваш мягкий голос в вашем сердечном признании. Моя любовь к тебе глубока, потому что я отдал тебе все. Я буду рядом с тобой, направлю тебя и уберегу от неприятностей. Примите мою любовь, отпустите свои страхи и беспокойства и увидите чудесные вещи, которые я совершу в вашей жизни моей силой. Дорогие друзья, наша христианская община нуждается в вашей помощи. Можете ли вы сказать большое спасибо во имя Иисуса? Даже $25 могут иметь большое значение. Ваша поддержка очень много значит и помогает нам продолжать и делиться посланием Бога. Огромное вам спасибо и дай Бог вам здоровья и счастья. Аминь. Доверься мне, мое дорогое дитя, ибо у меня есть для тебя планы, полные радости и великих благословений. Я твой Бог и Отец, твоя крепкая скала, сила, которая поможет тебе пройти через все твои испытания. Я позабочусь о вашей душе и удовлетворю все ваши потребности. Я свет, который освещает ваш путь и ведет вас к успеху в вашей судьбе. Не расстраивайтесь из-за тех, кто считает вас слабым или неудачником. Они не понимают, что я для тебя запланировал. Некоторые могут сказать, что для счастья вам не нужен Бог, но я уверяю вас, что только благодаря моей силе вы сможете жить по-настоящему полноценной и изобильной жизнью. Не позволяйте течениям сегодняшнего мира увлечь вас мимолетным, поверхностным счастьем. Оставайтесь умными и держитесь подальше от плохих вещей даже в трудные финансовые времена. Сохраняйте свою веру твердой и ничем не заменяйте меня в своем сердце. Не пытайтесь решить свои проблемы самостоятельно, вместо этого доверьтесь мне и моей любви к вам. Доверьтесь моему уму, я гарантирую, что вместе со мной вы сможете справиться с любым испытанием. Доверьтесь мне, и вы обретете уникальный покой, который можно понять и который поддержит вас даже в самые трудные моменты.
Когда вы проснетесь, вы почувствуете себя другим, сильнее и легче, как будто с ваших плеч свалился огромный груз. Это награда для тех, кто решит снова поверить, признать свои ошибки и обновить свою веру. Не ищите дальше лучших слов. Вот слова дают мне жизнь и добродетель. Примите их, и вы исполнитесь Духом Святым. Я – настоящее решение, которого желает ваше сердце. Скажите, поверьте мне всем своим сердцем, и придет великое благословение. Чувствуете ли вы покой, который чувствуете? Продолжайте питать свое сердце моим словом и не позволяйте сомнению ослабить вашу веру. Будь сильным. Последнее слово за мной, и я вылечу все твои недуги. Мужество встать, и все проклятия, вина и воспоминания о прошлой боли исчезнут. Сегодня твоя свобода. Оковы будут разбиты, и счастье и радость наполнятся. Я сотворю с тобой чудо. Твои слова полны хвалы, и твое сердце полно радости. То, что я обещал, сбудется, и вы увидите это своими глазами. Вы можете получить все, что вам нужно, даже помочь им. Теперь позвольте мне коснуться вашего тела, души и сердца своей целительной силой и удалить всю вашу боль. Откройтесь мне и позвольте моему миру наполнить вас. Вы были достаточно сильны, чтобы игнорировать негативные комментарии. Это время, чтобы насладиться своим успехом и получить помощь и процветание. Доверьтесь мне в своих планах, и я поддержу вас. Радуйтесь моему присутствию, и я исполню желание вашего сердца. Позвоните мне, и я отвечу. Я готов показать вам великие вещи. Покажи мне, что ты веришь в меня, а не только на словах. Примите меры, отойдите от чего-либо или от кого-либо, кто отходит от меня. Они не помогут вам в трудную минуту. Если вера потеряна, нет ничего материального. Сегодня вы открываете свое сердце, чтобы выслушать меня, подтверждаете свои обязательства и отдаете всю свою веру, доверие и надежду. Поверьте, что я слышу ваши молитвы, поэтому вам не придется беспокоиться, если вы думаете, что ваши слова не достигнут крыши. С того момента, как ты впервые вскрикнул, ангел покинул мой небесный трон, держа в руках ключ к твоей свободе. Но помните, что вы особенный. В Царстве Небесном идет битва за вашу жизнь. Враг хочет увидеть ваше поражение, но мои солдаты сражаются за ваше будущее против злых сил небес. Внезапная катастрофа не была внезапной. Будьте активны и мудры с этого момента. Следите за своими словами. Храните свои тайны, берегите тех, кому доверяете. Враг ищет слабое место в вашей душе, пытается уничтожить вас ложью и обманом, стремясь поколебать вашу веру. Ваша будущая жизнь полна чудес и чудес. Вас ждет сверхъестественная жизнь. Вы можете столкнуться с трудностями прямо сейчас, но помните, что эта борьба временная и скоро закончится. Печаль, которую вы чувствуете, скоро пройдет. Те, кто обидел вас, вернутся и попросят прощения, и вы простите их. Но доверьтесь и верьте только мне одному. Даже если люди могут обещать миру, не верьте им. Никто не сможет благословить тебя или спасти от зла, как я. Я никогда не потерплю неудачу. Я не буду лгать.
Но если вы усомнитесь во мне и поверите лживым обещаниям обманщиков, то ваши блага исчезнут, как пыль на ветру, а некоторые и не вернутся. Если вы верите в Бога, напишите «Аминь» и поделитесь этим удивительным видео с 10 людьми, которые верят в Бога и даруют Ему благословения и чудеса. Пришло время открыть рай в своей жизни и наполниться радостью. Мое сострадание окутывает вас, моя любовь объемлет вас, и мое стремление благословить вас остается непоколебимым, независимо от того, как меняется ваше настроение. Я рядом, когда я тебе нужен. Если тебе грустно или одиноко, потому что все тебя бросили, помни, что я всегда с тобой. Я был там вчера, я здесь и всегда буду с тобой. Так позвони мне, когда соберутся самые темные тучи, и я отвечу. Не обращайте внимания на обидную ложь ваших врагов. Я так сильно тебя люблю. Ты мне невероятно дорог, и я никогда тебя не подведу. Я с тобой каждый день, чтобы не говорили другие. Моя рука всегда будет направлять тебя, защищать и убирать препятствия с твоего пути. Не бойтесь своих врагов. Я поддержу тебя и дам силы для успеха. Когда ваши враги увидят, что моя сила действует в вас, как они отступят? Вы видели это сами. Вы сделали невозможное возможным благодаря своей решимости следовать моему посланию любви. Скажи мне, кто сможет устоять перед тобой? Я один формирую ваше будущее, и я желаю, чтобы вы росли и стремились к своим духовным правам. Ты один из моих любимых людей, смелый человек, и я хочу назвать тебя своим любимым ребенком. Отпустите свои заботы. Я послал своих посланников защитить вас и обеспечить ваш мир. Вы получите много благословений, радостно празднуя богатства, которые я запланировал для вас. Но не забывайте быть скромными и смиренными, и я осыплю вас еще большим количеством благословений. Пришло время отпустить прошлые ошибки и обиды и твердо стоять в своей вере. Перестань смотреть вниз, ты упустишь то, что у меня есть для тебя. Держите голову высоко поднятой и ждите грядущих благ, потому что я, ваш Небесный Отец, горю желанием поделиться с вами моим наследием, моим великим обещанием. Я ваш Бог, Творец всего видимого и невидимого. Обещаю, я всегда буду с тобой. Я тебя люблю. Не нужно плакать, сдержите слезы, потому что ваше сердце превратится в бурю, полную эмоций. Плачь, потому что мы с тобой вместе. В вашем разуме много бурь, и ваш дух утомлен. Тебе не обязательно скрывать от меня свои чувства. Ты можешь быть со мной откровенен, потому что я ценю твою честность. Твои слезы касаются моих ног, когда ты зовешь меня, ты касаешься моего сердца. Ты плачешь от боли. Вы плачете без слов, чтобы выразить множество эмоций, которые внезапно нарушили вашу жизнь. Вы плачете, когда находитесь на пределе своих возможностей, когда не можете преодолеть препятствия, когда расстраиваетесь из-за того, что не можете двигаться вперед. Вы чувствуете себя подавленным. Пришло время осознать, что только с моей поддержкой вы сможете преодолеть предстоящие проблемы. Сегодня ты будешь свободен. Вам больше не придется терпеть оскорбления и подобное презрение. И если вы верите, что Царь Небесный когда-либо перенес всю боль и страдания, которые вы только можете себе представить,
и если вы храните в своем сердце, что я пожертвовал собой ради того, чтобы вы могли обрести свободу и полноценную жизнь, наберитесь мужества, которое я вам даю. Сегодня, когда люди увидят вас, они будут хвалить вас за то, что вы молчите и не выпендриваетесь. Лучше не делиться своим горем с близкими и не озвучивать свои обиды вслух на всеобщее обозрение, так как это может привести к искажению ваших убеждений. Люди не поддержат вас, и когда они узнают, что вы устали, они могут давить на вас сильнее, потому что хотят увидеть ваше поражение. Никто в этом мире не думает так, как я. Никто не может изменить твою боль. Никто не сможет навсегда забрать вашу боль. Со мной ваша конфиденциальность в безопасности. Я удалил твою историю и оставил свои ошибки позади. Ни у кого нет причин знать о ваших прошлых ошибках. Оставь себе. Если вы ищете понимание и новый старт, вернитесь ко мне. Я ваш ближайший партнер и покажу вам множество путей. Избегайте людей, которые лгут вам и пытаются вас обмануть. Ты заслуживаешь любви, которая сладка, как моя душа, и длится вечно. Теперь доверься мне полностью, и ты почувствуешь эту перемену любви. Когда ты утомлен и утомлен, обратись ко мне, и я помогу тебе отдохнуть. Я даю мир вашему сердцу и даю вам силы распространять мое послание любви и доброты. Если я скажу, что собираюсь что-то сделать, я это сделаю. Когда я даю обещание, я его выполняю. Я не всегда говорю правду. Если я скажу, что люблю тебя, моя любовь всегда будет сильной и уверенной. Ты оправдан, так что чувствуй себя свободным, невиновным. Ваши прошлые ошибки исчезли, и теперь ваша жизнь находится на пути к счастливому будущему. Иногда ты можешь чувствовать меня очень близко, но это чувство не всегда присутствует. Чтобы увидеть настоящие чудеса, вы должны с радостью верить тому, что я обещал, и полагаться на то, что вы слышали или видели. Читайте Библию. Он говорит, что это правда, и мое обещание вам и вашей семье будет правдой. Это возможно для тех, кто в меня верит. Я тебя люблю. Ваши молитвы были услышаны. Я готовлю большой успех в вашей жизни. Ты будешь плакать от радости, потому что я исцелю твою боль и сделаю твою жизнь лучше. Я взял на себя много твоей боли. Вскоре вы найдете то, что считали потерянным навсегда. Я вижу, насколько ты смел и насколько ты мне доверяешь. Читая эти слова, слушайте, как я говорю с вами. Послушай, и пусть моя любовь к тебе и Святому Духу достигнет тебя. Мы оба знаем причину печали, но печаль длится недолго. Заканчивается сегодня. Я наполню твою душу миром и твое сердце радостью. Я отвечу на ваши молитвы, и мои ответы будут лучше, чем вы можете себе представить. Вы обнаружите, что, казалось бы, плохие ситуации оказываются хорошими. Я делаю это, потому что люблю тебя, потому что знаю, насколько ты страстна, насколько верна твоя вера, насколько ты решительна, и следуй за мной, даже если мне трудно делать то, что я хочу. Ты можешь не все понимать, но ты останешься верным. Ты никогда не переставал верить. Ты уделил мне особое место в своей жизни,
и доме и научил меня, что твоя семья должна относиться ко мне с такой же верой и преданностью. Вы преодолеете весь негатив, который вас сдерживал. Вы боялись, но решили довериться моей любви и бесконечной доброте. Ты принял мое прощение и сдержал мое обещание. Так я удаляю все препятствия, ваших врагов и все болезни. С сегодняшнего дня я буду благословлять тебя все больше и больше. Я вижу ваше мужество и глубокое понимание того, что вы должны верить, несмотря на отчаяние и сомнения, чтобы увидеть и принять добро, которое я имею к вам. Многие из этих подарков исходят из искренней искренности. Ваше количество слов для меня ничего не значит, важно то, во что вы верите. Мое присутствие наполнит ваш дом, и ваша семья станет свидетелем моей силы. Вы будете удивлены тем, что я могу сделать для вас. Скажи мне, что ты мне веришь. Я так сильно тебя люблю. Ты всегда моя, пожалуйста, послушай меня, ты несешь много бремени. Сегодня я пришел снять его с твоих плеч. Дайте мне понять. Не скрывайте свою борьбу. Научитесь находить утешение в объятиях того, кто любит вас безоговорочно, кто никогда вас не подведет, кто сдерживает свои обещания и кто действительно может изменить вашу жизнь. У меня есть сила, любовь и мудрость, чтобы поддержать вас в самые уязвимые моменты, узнать и увидеть вас без осуждения. Ваша душа глубоко ранена, и порой вы не доверяете никому и ничему. Ты перестал верить в любовь. Хотя многие люди проявляют к вам любовь и дружбу, вы думаете, что это неправда, а иногда и нечестно. Сынок, позволь мне сказать тебе кое-что важное. Я тебя люблю. Я хочу успокоить тебя. Ты можешь думать, что у тебя уже все хорошо, моя помощь тебе не нужна. Но если ты заглянешь в свою душу духовными очами, и если ты заглянешь в свою душу и сердце, ты поймешь, как сильно тебе больно. Ты поймешь, что это не твоя вина, это не ты. Даже когда ваша семья пытается поговорить с вами, вы не тот, на кого вы действуете и на кого реагируете. Вы испытываете столько внутренней боли, что она стала невыносимой, и вы привыкли жить с этой болью каждый день. Слушай внимательно. Если у вас нет желания сражаться, вы проснитесь настолько уставшим и не обращающим внимания на все хорошее, что вас окружает, что не заметите множество чудесных благословений, которые я вложил в вашу жизнь. Вы не негативный человек. У тебя неплохой характер. Вы не злы и не ожесточены. Снова посмотрел в зеркало. Тот, кто видит, прекрасен. Вы думаете, что ничего не видите, но посмотрите еще раз, вспомни дни, когда ты смеялся, и ночи, когда ты плакал из-за того, кого потерял. Осознайте, что вы можете смеяться и плакать от любви. Ты знаешь, что такое любовь, но не помнишь. Я окружил тебя такой любовью, что ты не мог забыть. Эти слова были услышаны не случайно. Тебе нужна моя любовь, и ты знаешь еще кого-то, кому нужна моя доброта. Если вы и этот человек полностью отдадите мне свои сердца, их исцеление начнется сегодня. Поделитесь с ними этим обещанием. Приходите слушать каждый день. Когда вы будете дорожить этими словами, они останутся в вашей душе и духе. Тебе больно, потому что кто-то тебе изменил,
но помни, что я буду любить тебя вечно. Ты плачешь, потому что чувствуешь, что тобой пренебрегают, но я уже долгое время пытаюсь достучаться до твоего сердца. Подойди ко мне на колени, здесь твое место. Здесь я подарю тебе любовь, которую ты заслуживаешь, и осознаю твою истинную ценность. Не нужно вымаливать любовь и дружбу. Я полностью наполню твою жизнь. Вы давно хотите любить, чувствуете себя мучительно одиноким, и вдруг кто-то обещает вас любить. Я превращу твою боль в благословение, а твою печаль в силу. Даже если вы заняты и окружены множеством людей, я исцелю ваше сердце моей бесконечной любовью. Я хочу, чтобы ты почувствовал мои утешительные объятия. Найдите минутку, чтобы принять этот подарок. Это дает мир вашему сердцу и разуму. Я даю вам способность контролировать сильные эмоции внутри вас. Эта новость может вас расстроить и утомить, но поверьте мне еще раз, потому что я здесь, и все будет хорошо. Жизнь продолжается, и это трудное время пройдет. Ваше будущее в безопасности, никто не может отвергнуть ваши молитвы. Я могу превратить все испытания в благословение, превратить дефицит в изобилие и исцелить все болезни в вашей семье. У меня есть сила, и я всегда желаю, чтобы вы испытали все чудесные вещи, которые я могу предложить. Я Господь, я не буду лгать, моя цель – спасти вас, дать вам вечную жизнь и привести вас к праведности. Я есть путь, истина и жизнь, поэтому я смиренно умоляю вас сдержать свои обещания и отказаться от лжи этого мира. Я рад, что вы не слушаете тех, кто пытается разрушить ваш покой гневом, растерянностью или неправильными идеями, и доверяйте мне. Они попытаются обмануть тебя, заставить чувствовать себя виноватым, отлучить тебя от истины, моей любви, быть со мной. Но ты видишь их планы и любишь меня. Если вы окружены любовью, вы не позволите им отнять ее у вас. В своей жизни ты был очень одинок и жаждал любви, но теперь я обнимаю тебя и утешаю своей божественной силой. Я действительно беспокоюсь за тебя. Я видел твой страх, твою глубокую боль, я слышал крик твоего сердца. Вы попытались убежать от проблемы и немедленно обратились за помощью. Я понимаю, насколько это важно для тебя. Ты подумал, что я скучный и не хотел помочь. Позвольте мне внести ясность, вы всегда хотите этого, когда дела идут хорошо и вас окружает успех. Не забывайте меня и не ослабляйте бдительность, потому что враг смутит вас, пошатнет вашу веру, нарушит ваши планы и причинит вам вред. Я понимаю эту великую путаницу в вашем уме. Больно видеть его расстроенным. Я не хочу, чтобы ты страдал или уставал. Не думай дважды, выскажи мне все свои мысли. Если вы начнете чувствовать себя побежденным, поверьте, что это невозможно, вы не потерпите неудачу, потому что верите в могущественного Бога. Если вы чувствуете разочарование, не сдавайтесь, потому что это большая ошибка. Те, кто верят в мою силу и ждут моего благословения, не могут быть разочарованы. Если вы чувствуете безнадежность, используйте свою веру, вы доверяете могущественному Богу и служите Ему, который наполняет ваше сердце божественной любовью и дает вам волю двигаться вперед. Я сдержу свое обещание, данное вам сегодня. Запомните эти слова, которыми я делюсь с вами.
Ваши скептики могут заставить вас думать, что вы недостойны жизни, но перестаньте их слушать. Я хочу, чтобы ты жил и скоро снова получишь мое благословение. Для вас все изменится, ваша жизнь улучшится, и ваши заботы исчезнут. Если вы меня услышали до сих пор, то это не случайно. Заявите о своей вере в меня, о своей решимости продолжать несмотря ни на что и о своей бессмертной любви ко мне. Твердо верьте, что это я привел вас так далеко. Я даю тебе силы противостоять любым испытаниям, какими бы великими ни были препятствия, а не только твои шаги. Помните, что моя сила велика. Я привел тебя сюда и буду с тобой во всех твоих битвах и испытаниях. С моей любовью и силой ты сильнее, чем ты думаешь. Проблемы необходимо преодолевать. Я дал тебе силу и решимость побеждать в каждой битве. Независимо от ваших мечтаний и задач, вы добьетесь успеха во всем, что бы вы ни делали. Я благословлю тебя, открою дверь и решу твои проблемы. Я прикасаюсь к сердцам людей и друзей, семьи, судей, представителей власти, чтобы встретиться с вами и поддержать вас. Не бойтесь того, что другие могут сделать с вами. Пока вы доверяете мне и поступаете правильно, никто не сможет противостоять вам или вашей семье. Помни, я с тобой каждый день до конца. Мои слова имеют целебную силу, сверхъестественной силы, исходящей от моих слов, достаточно для жизни и процветания. Вы можете думать, что недостойны встречи со мной в своей жизни, но уверяю вас, что ваша вера и смирение привлекли мое внимание. Я хочу быть частью не только твоей жизни, но и твоего сердца. Там я напишу исцеление и разорву все цепи, связывающие тебя. Даже небеса услышат мой голос, и ваши боли, страхи, беспокойства и проблемы исчезнут. Я говорю очень ясно, потому что хочу, чтобы вы были уверены в счастливом, мирном и светлом будущем. Когда вы проводите время со мной, вы позволяете мне обнять вас, показать вам мою истину, дать вам мою глубочайшую любовь и защиту от всякого вреда. Я хочу передать это наследие вам. Доверься и прими меня всем сердцем. Ваша сила готова и ждет, когда ваша вера будет окутана моей любовью и преобразована исцелением и преобразованием моего Святого Духа. Теперь встаньте и выйдите вперед под моим Духом. Никто не сможет победить вас, когда вы столкнетесь с проблемой. Вы не слабы, у тебя есть моя сильная любовь и непоколебимая вера. Всегда помните об этом, это возможно для тех, кто верит. Слушай меня и следуй до конца. Начать сейчас. Получите это исцеляющее прикосновение и почувствуйте силу, которую я предлагаю. Не бойтесь, не унывайте. Продолжайте, распространяйте мое послание и всегда будьте благодарны за все хорошее, что я вам даю. Скажи мне, что ты любишь их. Я знаю, что тебе трудно спать с таким количеством мыслей в голове. Помните, я с вами, отбрасываю тьму прошлого, несу бремя ваших ошибок и исцеляю вас, так что не бойтесь. Цепи, которые когда-то держали, исчезли навсегда. Имей надежду, потому что я всегда буду с тобой и никогда не оставлю тебя. Поверьте мне на слово. Моя любовь к тебе настолько глубока, что я оставил свою жизнь и вернулся с огромной силой, чтобы жить вечно.
Доверься моему обещанию. Я направлю тебя на правильный путь и закрою двери, ведущие тебя к погибели. Придите ко мне с верой, и я обещаю, что моя милость будет вашей. Вы никогда не одиноки и не находитесь в безопасности. У меня есть еще одна молитва. Ждите благословения, которого вы желаете, но еще не видели, скоро ты их поймаешь. Любите и верьте моим словам. Позови меня от всего сердца, и я отвечу. Я призываю ваш дух не сдаваться легко в трудные времена жизни. Не бойтесь лжи, фейковых новостей, оскорблений и угроз. Даже если я тебе скажу, ты поверишь. Вы не слабы, ты сильный. Держитесь подальше от ограничений, налагаемых на вас другими. Разрешите вину за уже прощенные грехи. Очистите свой разум от бесполезных ссор и не позволяйте плохим чувствам разгораться. Отпустите плохие чувства и простите тех, кто причинил вам боль. Не беспокойтесь о прошлом. Ваша будущая надежда со мной. Я гарантирую, что вы достигнете своей первоначальной цели. В твоей жизни произойдут чудеса, и твоя семья будет наслаждаться моей любовью. Ваш дом защищен великой жертвой, простившей ваши грехи. Поверьте мне. Продолжайте говорить. Я бы тоже предложил. Я съем тебя сладкого, как мед из камня. Я наполню тебя лучшим семенем. Мое обещание приходит к вам каждый день, и я всегда готов дать больше. Возьмите эти слова мира. Носите с собой щит, который защитит вас от злых атак. Пусть ваша семья твердо сдержит мои обещания и почувствует утешение доброты в своих сердцах, которое будет приносить им мир каждый день. Я делаю вещи, которые кажутся невозможными. Я дарю здоровье, помощь, свободу и богатство близким людям. Кто еще может доставить это особое удовольствие? Кто понимает, о чем вы думаете, и точно знает, чего вы хотите? Кто сможет наполнить вас этой исцеляющей любовью и тихим покоем? Разве я не отдал свою жизнь, чтобы спасти тебя? Я делаю твой день. Я создал твою судьбу и твое будущее. Нет ничего, чего я не мог бы сделать. Многие верят лжи мира и думают, что я их не люблю или что я их накажу. Но я говорю о своей любви, а они сомневаются. Они выбирают неправильные мысли, которые загоняют вас в депрессию. Но ты, мое дорогое дитя, послушай это сейчас. Это значит много великих и чудесных вещей для тебя и твоей семьи. Вам не суждено жить в страданиях, неудачах или неудачах. Ты можешь страдать и плакать, но я люблю тебя. Ты можешь думать, что не сможешь пойти, но я здесь, чтобы поднять тебя. Вы не потерпите неудачу. Сердце твое сладкое и чистое. Не скрывайте этого. Шагните в свет. Пусть лицо твое покажет радость, и люди от радости будут называть мое имя Иисус. Ты мой любимый ребенок, отражение моей любви. Я так много сделал для тебя и буду продолжать делать для тебя великие дела, чтобы показать, как много ты для меня значишь. Я сказал, что нет времени сдаваться или сдаваться. Ибо ты проходишь по воздуху, как острое копье, которое ведет нас с тобой в благословенную землю.
Я понимаю, что ваше духовное понимание расширяется по мере того, как вы желаете влиять на многих. Ваша сильная вера и благодарное сердце выступают защитным барьером, оберегая вас в трудную минуту. Когда у тебя возникнут проблемы, я буду рядом, готовый услышать твой голос, когда ты проснешься, и надеяться, что твои первые слова будут благодарностью за еще один день жизни. Приходите ко мне даже в трудные дни. Отпустите тяжелые эмоции, которые вас сдерживают. Я беру их и превращаю одно за другим, печаль в радость, сожаление в покой, вину в надежду. Я удаляю темные и старые голоса в вашем сознании, которые обманывают вас. Я буду избегать их навсегда. Я всемогущий Бог, а ты мое любимое дитя, которое преданно слушает, верит и следует за мной. Сегодня силой своего самопожертвования я освобождаю вас от духовной борьбы. Полное исцеление с головы до ног ваших. Вставайте, где бы вы ни находились, собирайте надежду и двигайтесь вперед. Пройдите со мной к вершине успеха, где вас ждет успех. Чувства, которые я посеял в твоем сердце, защищены Святым Духом. Благословения, которые я даю вам, истинны и реальны. Пока вы верите в меня и мои вечные слова, вы получите истину. Это правильно – открыть свое сердце Небесному Отцу, который любит вас безоговорочно. Великие и чудесные вещи произойдут с теми, кто осмелится слушать меня и поверить мне, кто смиренно исповедует свои ошибки и пойдет дальше, не оглядываясь назад. Я так сильно тебя люблю. Я хочу исцелить тебя, освободить из тюрьмы, разрушить все расставленные для тебя уловки и ловушки, заставить тебя думать, что есть кто-то сильнее меня. Это самая большая ложь. Весь мир дрожит, когда я говорю. Зло трепещет передо мной. Никто в физическом или духовном мире не может противостоять вам или причинить вам вред, потому что вы не одиноки. Мои руки всегда вокруг тебя, защищая мое благополучие, моя жертвенная сила всегда защищает тебя. Больше никакой печали, никаких страданий, никаких слез. Примите и ощутите мир и радость, которые я даю вам сейчас. Скажи, что ты понял. Покажи мне, что ты веришь в меня. Упадите на колени и поблагодарите за любовь и чудеса, которые вы видите. Для вас есть хорошие новости. Я решу все ваши сложные проблемы. Благословляю вашу семью, здоровье и финансы. Вы вступаете в период исцеления. Слушайте внимательно, пока я направляю вас и говорю, что именно делать, чтобы ничего не потерять и выиграть всех. Дайте мне время и пообещайте следовать моим инструкциям. Решите довериться мне в своих страхах и тревогах, укрепить свой дух в моем присутствии и услышать голос моей любви в своем сердце. Я хочу направить вас по пути к выздоровлению. Я хочу идти с тобой по пути мира и счастья, чтобы ты смог вернуть то, что потерял. Таким образом, вы сможете обрести радость, которой вам не хватало, и отпустить проблемы, которые кажутся слишком серьезными, чтобы их можно было преодолеть. Я хочу освободить вас от стресса, который преследовал вашу жизнь, и убрать эти страхи из вашего разума. Не останавливайте их, не прячьте их. Я не хочу, чтобы ты больше принимал плохие решения. Вы заплатили цену за свою ошибку, но сегодня она закончится.
Я прощаю твои грехи. Я очищу твою душу. Разрушение груза, который вы несете. Вина и сомнения остаются. Дорогое дитя, я хочу благословить твою жизнь. Мой план для вашего удобства и безопасности. Не все будет легко, иногда тебе придется сражаться, но я буду с тобой до конца и укреплю твой дух. Скажи мне, если ты веришь. Скажи мне, принимаешь ли ты меня в свое сердце. Если вы позволите мне жить своей жизнью, Он говорит: «Боже мой, Ты мой Царь и Господь». Если ты придешь ко мне, приходи смело. Покажите мне свою веру, потому что ваша благодарность – это величайший дар, который вы можете сделать. Мы разделим это особое время, не бойся, потому что я никогда не отвергну тебя. Твои грехи прощены и вознаграждены моей жертвой. Не нужно стесняться, когда приходишь ко мне. Хоть ты и забыл, я проявил к тебе милосердие. Я знаю твое состояние и не позволю тебе оставаться в стороне от моего дома. Мои отношения с вашей семьей положат начало потоку благословений, которые обогатят ваш дом. Ты был верен мне все эти годы. Ты молился, постился, плакал и всегда ставил меня на первое место во всем, что делал и думал. Настало время насладиться наградами за вашу верность. Я наполняю ваш дом радостью, смелостью и здоровьем. Будьте уверены, что все мои обещания вам будут исполнены. Будьте готовы к большим переменам и не держитесь за старые заботы и разочарования. Делайте мудрый выбор в том, что я дал вам мудрость, силу и проницательность своим благословением. Будьте благодарны и доверьтесь мне, потому что я меняю вашу жизнь, и вскоре у вас появится много новых возможностей. Прежде чем посеять семя веры в свое сердце. Даже в трудные времена и испытания ты никогда не сомневался в моих силах, и я был рядом с тобой. Вот почему вы были созданы, и именно поэтому я помог вам. Сегодня я посажу эти семена в вашу жизнь, чтобы они росли и процветали в жизни окружающих вас людей. Награда за вашу верность близка, и то, что я принесу вам, больше, чем вы можете себе представить. Вау, ты это заслужил. Ваша вера важна, а ваше скромное и простое поведение поможет вам пройти долгий путь. Готовьтесь, потому что я открою для вас новые двери, и вы обретете новые возможности. Многие придут к вам домой. Знай, что я люблю тебя. Что ты сегодня делаешь? Пока вы твердо стоите в вере, ничто не сможет вас подвести. Знай, что я держу твое будущее. Все, что вам нужно, это от меня. Я благословляю твою жизнь. Оставайся со мной и найди утешение в моей любящей заботе. Приди ко мне в трудную минуту и обретешь покой. Мое дорогое дитя, у меня есть замечательные планы на тебя, полные благословений. Эти проекты призваны принести счастье и процветание. Жизнь не всегда легка, впереди трудности и испытания. Однако я обещаю всегда поддерживать вас и укреплять ваш дух. Если вы хотите управлять своей жизнью, провозгласите: «Мой Бог, Ты мой Царь и мой Господь». Если вы спросите меня о чем-нибудь, смело покажите свою веру. Самый большой подарок, который я могу вам дать, это ваша благодарность.
Проводить время вместе сейчас – лучшее, что мы можем сделать. Приходите ко мне сегодня без страха. Я никогда не верну тебя. Твои ошибки стерты, смыты моей жертвой. Тебе не нужно стесняться передо мной. Даже когда ты забудешь меня, я проявлю к тебе милость. Я послал множество ангелов, чтобы защитить вас от вреда и помочь вам найти путь ко мне. Ты принесешь мне хорошие новости завтра. Расскажи мне о чудесных вещах в твоей жизни, которых ты раньше не замечал. А как насчет положительных изменений, которые вы испытываете? Докажите мне свою верность, и я с большим удовольствием вас выслушаю. Я здесь, чтобы сделать вашу жизнь лучше. Я не хочу, чтобы вы вернулись к жизни, полной ненависти, презрения, печали и отчаяния. Теперь послушай меня. Кому вы верите, верите мне или верите, что они сами борются с сложными и неправильными мыслями и обременяют вас вещами, требующими совершенства? Не падайте духом и не сдавайтесь тем, кто стоит на вашем пути. Здесь тебя глубоко любят, единственно верный путь – дверь в вечную жизнь, в совершенную радость, в истинное счастье. Со мной ты всегда найдешь любовь, принятие и настоящую чистоту. Вы можете с уверенностью прийти ко мне днем или ночью. Сдаетесь ли вы, думаете, что победили, или боретесь с испытаниями и невзгодами, вам здесь рады такими, какие вы есть. В какой бы ситуации вы ни находились, я всегда готов услышать ваши молитвы о прощении и здесь, чтобы дать вам еще один шанс. Если ты примешь мое прощение и готов начать все сначала, приди и отдай мне свое сердце. Тебе не надо ничего объяснять. Я и так понимаю твою потребность в моей любви. Я здесь, я люблю тебя. Доброе утро, что ты сегодня делаешь? Всем мне рассказать. Наш разговор будет между нами. Говорите от всего сердца и делитесь тем, что скрыто внутри вас. Пора отпустить это. Как только вы меня послушаете, исцеляющее прикосновение успокоит вашу душу, высушит слезы и освободит все, что вас сдерживает. Только моя сила может исцелить глубокую боль в вашем сердце. Я хочу, чтобы ты снова обрел покой, обновил свою веру и снова стал сильным. Вспомните свои давние мечты и стремитесь к их достижению. Очень важно, чтобы вы приходили ко мне каждый день. Вместе мы сотрем печальные воспоминания из вашей жизни и начнем новую главу. Я хочу, чтобы ты увидел себя таким, каким вижу тебя я моим любимым победителем. Надеюсь, ты избавишься от всех негативных мыслей, недостатков и всего того, что тебя сегодня огорчает. Мои святые слова исцелят, ободрят, воодушевят, обновят вашу радость и наполнят новыми прекрасными мечтами. Таким я хочу тебя видеть, яркую улыбку, твое сердце, переполненное радостью. Ваше путешествие здесь не заканчивается. Ваш путь долг и полон чудесных неожиданностей и хороших людей. Теперь ответь мне. Скажи, что ты ценишь себя, будешь держать меня за руку и никогда ее не отпустишь. Я обещаю любить и защищать тебя вечно. Никто не сможет отнять святую любовь, которую я даю тебе. Сегодня я приду к тебе домой и изменю твои убеждения. Воззови ко мне с верой и верностью в своих молитвах, и я приду к тебе за спасением.
Помните, ваша вера – ключ к чудесам. Знай, что моя любовь к тебе не знает границ и что я всегда с тобой, какими бы ни были твои обстоятельства. Вы не одиноки в своей борьбе. Я с тобой, ищу утешения в своих беспристрастных объятиях, прикрываю тебя своими устами, утешаю тебя в тишине. Я терпеливый слушатель, всегда готовый выслушать ваши самые глубокие опасения, и я спокойно призываю вас поделиться со мной своим желанием, потому что это ваша правда. Ваши силы исчерпаны, и мне пора осознать вашу нужду. Я вижу сухую пустыню, где одиночество истощает надежду, и где твоя душа и семья проходят через столько отказов. Путешествие тяжелое, и ты кричишь от боли при каждом шаге по горячим камням. Я чувствую твою боль, но знай, что моя рука будет держать твою, когда ты справишься с ней. Я здесь, чтобы защитить вас от тех, кто хочет причинить вам вред. То, что вы испытываете сейчас, это всего лишь процесс очищения. Как золото сияет в свете после очищения огнем, так и вы очиститесь тем, что есть в вас. Я поднимаю вас не для того, чтобы ненавидеть других, а для того, чтобы помочь падшим, помочь им освободить себя от гнева, гордости, страха, сомнений и шаткой веры. Не зацикливайтесь на прошлом, ведь счастье, которое вы когда-то познали, не может сравниться с тем, что ждет вас сегодня. Цените маленькие и значимые вещи в жизни. Ходите с чистой совестью и храните мои добродетели в своем сердце. Помните, ваше будущее стоит больше, чем деньги, машина, дом, работа, слава или популярность, вы и ваша семья. Не бойтесь потерять материальные блага. Не скорбите о них. Сосредоточьтесь на самом важном. Люби меня и ищи меня всем своим сердцем, ибо я твой кормилец. Теперь я восполню ваши нужды, осыпаю вас истинными благословениями, открою множество дверей и дам вам много возможностей. Узнайте больше о мире вокруг вас. Негативные ситуации могут обернуться в вашу пользу, поэтому не сдавайтесь, когда столкнетесь с первоначальными препятствиями, которые кажутся непреодолимыми. За каждой проблемой и разочарованием я скрываю изобилие процветания и благословений. Приготовьтесь мудро распорядиться тем, что я вам даю. Обратитесь к моему слову за руководством в увеличении даров и талантов, которые я дал вам в вашей жизни. Но не цепляйтесь за материальные блага. Не поддавайтесь славе, не ненавидьте тщеславие. Сосредоточьтесь на том, что важно. Постарайтесь улучшить свою духовную жизнь. Примите решение учиться из моего слова и узнавать меня глубже. Я открою тебе многое, и ты увидишь чудеса чудесные. Будьте активны в отношении своего здоровья и своей семьи. Сегодня я дам вам силы и мудрость, чтобы противостоять различным ситуациям. Не ждите до последнего момента отчаяния, потому что игнорирование моих указаний приведет к ненужному разочарованию. Вставайте и смело двигайтесь. Сердце твое храброе, в глазах моих я не вижу в тебе страха. Поступайте правильно, без страха, независимо от того, что вы чувствуете. Вы много выигрываете и ничего не теряете. Если вы что-то упустили или другие обиделись на ваше мудрое решение, оставьте это в моих руках. Молитесь за них, но не слушайте их советов и жалоб, они выбирают путь к своей гибели.
Даже в самые мрачные часы я видел, как текут твои одинокие слезы, и слышал твои болезненные вздохи. Сегодня, как и прежде, я здесь, чтобы осушить ваши слезы, успокоить ваше внутреннее смятение и обновить вашу веру. Вам не придется страдать. Моя любовь способна облегчить любое бремя, каким бы тяжелым оно ни было. Каким бы темным ни был путь, я пойду вперед и несу твое бремя. Как бы тяжело это ни было, я буду твоим утешением. Я буду твоей силой. Я здесь, чтобы поддержать вас, когда вы чувствуете, что не можете идти дальше, и вдохновить вас продолжать идти вперед, когда вы находитесь на пределе своих возможностей. Услышь мой голос и позволь моей любви наполнить тебя. Отпустите прошлые обиды, сожаления и беспокойства, ибо в моем присутствии вы обретете мир и радость, которые ищете. Я буду утешением, которое залечит ваши раны и облегчит весь дискомфорт. Я буду твоим прибежищем, твоим прочным фундаментом и твоим постоянным спутником на протяжении всего твоего пути. Я еще раз уверяю вас, независимо от того, сколько раз вы спотыкаетесь, независимо от того, со сколькими препятствиями вы сталкиваетесь или как долго вы находитесь вдали, моя любовь к вам безгранична и безусловна. Я всегда здесь, приветствую вас со своей любовью и с нетерпением жду, когда вы решите вернуться. Я даю тебе чистый лист, который стирает все следы твоей души и сущности. Знай, любовь моя, никогда не поздно начать все сначала. Не чувствуйте себя потерянным или обескураженным. Я здесь готов обнять тебя и окутать своей безусловной любовью. Дитя мое, когда что-то неопределенно или трудно, не забывай доверять моей силе творить чудеса в твоей жизни. Не беспокойтесь о препятствиях, с которыми вы сталкиваетесь, потому что каждое испытание поможет вам вырасти и стать сильнее. Эти трудные времена являются ступеньками к захватывающему будущему, которое я запланировал для вас. У каждого трудного момента есть причина для моего великого плана. Я помогу сформировать вашу личность и дух в это трудное время, чтобы показать свою доброту и любовь всем вокруг вас. Помните, что каждая слеза, которую вы плачете, инициирует перемены, а каждый болезненный момент – это возможность вырасти в доброте и понимании. Когда вы почувствуете, что вам нужна поддержка, не стесняйтесь спрашивать, потому что моя семья, надежные друзья и мудрые наставники готовы помочь вам на протяжении всей вашей жизни. Откройте свое сердце и разум и примите мой совет. Я с тобой в каждом ударе сердца и каждом вздохе. Я буду направлять и утешать тебя во всех невзгодах и буду твоей защитой, когда дела станут трудными. Переживая трудные времена, помните, что моя бесконечная любовь и исцеляющее милосердие окружают вас. Поверьте, что я всегда делаю что-то в вашей жизни, чтобы помочь вам достичь успеха и счастья. Я никогда не оставлю тебя одну. Нам нужна ваша поддержка, чтобы распространять эти послания от Бога. Помогите нам распространить Слово Божье, сделав пожертвование суперспасибо в размере до $25. Спасибо. Благослови тебя Господь. Пусть мой свет очистит твой путь, а моя любовь укрепит твою душу. Желаю тебе найти мир, силу и надежду в каждом шаге, который ты делаешь ради меня.
Помни, дитя мое, что тебя глубоко любят и что у тебя есть особая и священная цель в жизни, цель, достичь которой можешь только ты. Во имя Иисуса. Аминь.